إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Дорогие верующие, после этого наша проповедь сегодня, вторая проповедь, то, что нарушает братство, дорогие верующие. Напоминаем то, что нарушает братство. В прошлых проповедях мы говорили о некоторых, перечисляли вам то, что нарушает братство. Каля Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям. Сначала напомним, что говорит нам посланник саллаллаху алейхи вассалям в священном хадисе. Священный хадис, худси хадис, это слова Аллаха субхану ва тааля. Сказал нам Аллах: «Хуккат махаббати лиль-мутахаббина фийя, ва хуккат махаббати лиль-мутавасилина фийя, ва хуккат махаббати лиль-мутанасихина фийя, ва хуккат махаббати лиль-мутазабирина фийя, ва хуккат махаббати лиль-мутабадилина фийя». Хадис приводит имам Ахмад, этот хадис достоверный. И сказал нам Аллах: дорогие верующие, заслужили любовь Аллаха кто? Посланник Аллаха нам сообщает слова Аллаха. Заслужили любовь Аллаха те, кто полюбили ради Аллаха друг друга, ради ислама, ради его религиозности. Почему ученых любят? За их набожность, за их Коран и Сунну, дорогие верующие. Они любят, дорогие верующие, ученых и праведников. Сколько у них есть праведности, столько и любят. А сколько есть грехов, нужно презирать эти грехи, дорогие верующие. Самого верующего человека нельзя презирать. «Вахуккабат махаббати», сказал Аллах субхану ва тааля, заслужили мою любовь те, кто лиль-мутавасилина фийя, сохраняет отношения между братьями, сохраняет братство между собой. Ради кого? Ради Аллаха сохраняют они. И Аллах сказал, поэтому они заслужили любовь. То есть братья, они должны понимать, что они должны уступать. И показали нам пример великие сподвижники, ради Аллаху анхум. «Вахуккат махаббати лиль-мутанасихия фийя». И заслужили мою любовь, Аллах сказал. Кто? Те, кто делает ради Аллаха насиха, наставление ради Аллаха. Как делают старшие для своих младших, как делают алимы насиха для последователей, слушателей, как делают старики насиха, чтобы род не пропал, чтобы семья не пропала. Почему? Потому что старшие знают, они прошли, они вкусили горесть отдаления от близких. Они знают, что такое жить далеко от своих близких людей. Поэтому они говорят, дорогие верующие, делай насиха. И Аллах сказал: «Вахуккат махаббати лиль-мутанасихия фийя». Заслужили мою любовь тот, кто делает наставление, имеется в виду. И Аллаха любовь им будет ради Аллаха, если делают наставление. «Вахуккат махаббати». Также Аллах сказал: заслужили мою любовь лиль-мутазавирина фийя. Те, кто посещает друг друга, если невозможно посетить, позвони звонок, дорогой верующий. Позвони звонок, пошли письмо. И «Вахуккат махаббати лиль-мутабазилина фийя». Заслужили любовь Аллаха те, кто тратит ради Аллаха, чтобы было братство между нами. Те, кто дарит подарки ради Аллаха, чтобы было братство между нами. Те, кто призывает к себе, то есть приглашает к себе домой или другое место ради того, чтобы было братство между нами, дорогие верующие. Это братство. Мы сейчас не рассказываем, на чем основывается братство, а мы рассказываем общим хутбам у нас, что нарушает братство. И другом: «Ахаббаху бихубби лифулан». Аллах полюбил такого-то человека за то, что он полюбил такого-то человека ради Аллаха. Аллах полюбил этого человека за то, что этот человек любит его, своего брата, ради Аллаха, ради ислама, не за мирских вопросов. И в хадисе сказано, хадис Бухари, Муслима, достоверный хадис, дорогие верующие: «Салясатун ман кунна фии ваджада бихинна халяватул иман». Посланник Аллаха сказал: три человека. Если у них будет эти три вещи, сказано коротко, хадис я взял, он найдет сладость имана. Если у него есть это, то он найдет сладость веры. «Вадакара минха», упомянул посланник саллаллаху алейхи ва саллям один из них: «Ан юхиббаль мар'a ла юхиббуху
илля лилля. Любить человека только ради Аллаха. Любить человека ради Аллаха, мусульманина, не просто человека. Быть может, это твоя жена, но она покорная Аллаху. Она ищет довольство своего мужа, когда вышла замуж. Она ищет только довольство мужа. Она знает, что если она будет ослушаться своего мужа, она не зайдет в рай. Также дети ищут довольство своих родителей. Они знают, если родители не будут довольны, тогда они не зайдут в рай. Итак, дорогие верующие, откуда начинается все разрушение братства? Муфсидатуль ухува, откуда начинается? Также мы в прошлый раз говорили и теперь продолжаем. Аль-мира валь-джида. Споры, упорные. То есть упорные споры, дорогие верующие. Человек не отходит от своего и спорит, будь он на лжи или не на лжи. قد تنقطع العلاقة المتينة الضارية قد تنقطع العلاقة المتينة الضاربة في زمن بسبب الجدال العقيم. Иногда это братство, которое было до них, до сих пор было сильное братство. Быть может, они росли в одном доме. Быть может, они были братья, родные. Быть может, они были родственники. Быть может, они вместе в окопах были, делили последний хлеб, защищали своей грудью, как говорится, своих братьев. Раз, когда получаются бизнес-вопросы или политические вопросы, они становятся врагами друг другу. Почему? Расскажем, дорогие верующие. Аль-джидаль, споры. Споры, которые не приводят к истине, дорогие верующие. Споры бесплодные, бесполезные споры, дорогие верующие. Дахилатуль хузузи нафс. В этих спорах большинство что? Заходит эгоизм. Эгоизм ради себя, эгоизм ради своей группы. И эти споры приводят к чему? Разрушению братства. Не будут они для тебя братьями, не будут они тебя защищать. Кто виновен? Тот, кто начал эти споры. Тот, кто плохо думал о своих братьях, как мы говорили о прошлых проповедях. Сузон. Плохо думать о братьях, дорогие верующие. Итак, и он говорит, шайтан его обманывает, шайтан его заводит в заблуждение, дьявол ему говорит, ты прав, ты защищаешь свою акиду, ты защищаешь свою родину, не обманывайся шайтаном. Быть может, ты не защищаешь ни акиду, не защищаешь свою родину, а просто это эгоизм и высокомерие. Ты защищаешь просто свою позицию, свое понимание. Ты делаешь то, что выгодно дьяволу. Итак, говорит, мы защищаем истину, мы будем за истину и за правду. Это бывает когда? Потому что иногда бывает это, когда у человека есть такое упорство, хоть он на лжи. Да. Инад, высокомерие. И так не остается места. Голос подводит. И так не остается у него места для братства. У него не остается также, то есть он должен на самом-то деле определять, как нужно ему вести дружбу, отношения, как нужно. Он не знает, как вести. Он не знает себя, как вести в обществе. Он продает дружбу, продает братство. Ради чего на самом-то деле? Когда у них было братство, любовь ради Аллаха, он продает из-за того, что моя группа, наше мнение, мы правы, а братьев они продали. И потом ждут они братства и последователей, не будут у них последователей, потому что они продали и не раскаялись. Потому что они были далеки на самом-то деле от самого сути имана. И также акидата. Посланник Аллаха, саллаллаху, сказал в хадисе Бухари, в книге Адаб приводится: «Инна абгади риджали ила Аллахи аладдуль хасам». Самые ненавистные, то есть кого Аллах ненавидит,
Аллах не любит кого Аллах не любит. Самый противный для Аллаха, или можно сказать, аладдуль хасан, спорщики упертые. Спорщики упертые, которые спорят и на своем стоят. Они не понимают, что нужно быть уступающим ради Аллаха и братства. Аллах не любит их катиратуль хусумати, те, кто много спорит. Ифтиаль маарикиль каламия, и те, кто много болтают, своих, как говорится, спорят в болтовне, они постоянно хотят побеждать. Вахуббуль джидаль валь муназарати, постоянно любят спорить и обсуждать. Ваизгару раи, показывают свое мнение и упорствуют в своем мнении. Хада абгадун наси ил Аллах. Это самые ненавистные люди Аллаху. Поэтому братство пропадает. Также посланник Аллаха сказал, саллаллаху алейхи, хадисе Тирмизи и Ахмада, достоверный хадис: «Ма далла каумун ба'да хадин, кану алейхи илля утил джадаль». Не заблудился народ, сказал посланник, саллаллаху алейхи, после того, как был этот народ на прямом пути, кану алейха илля утил джадаль. Они заблудились, кроме того, когда они начали между собой спорить, между собой разногласить. Тогда, когда они начали разногласить между собой, разные вопросы бывают, дорогие верующие, любой вопрос спора. И тут Аллах Субхану ва Тааля их заблудил от истинного пути этих людей. И также причина разногласий, дорогие верующие, и разрушения братства, аляматуль хузлани ва дия'ли хидаяти аю'таль инсану джадаль. Признаки оставления, также оставления прямого пути, если человек анюталь инсану джадаль, если человек начинает спорить, упорствовать в своих спорах. И Аллах Субхану ва Тааля порицает, дорогие верующие, общем, если взять в Коране, фи аглаби сиякатиха мадмуматун. Споры общим, если взять в Коране, запрещенные они, дорогие верующие. Инна алладhina юджадилуна фи аяти Аллахи бигайри султанин атахум. Ин фи судурим илля кибрун. Ма хум бибалигhi. Фастаиз биллах, иннаху ас-сами'уль басир. Суратуль Гафир, 56-м аяте Аллах говорит. Те, которые спорят насчет аятов Аллаха, без довода, который Аллах им даровал. Инфи судурихим, их в сердцах есть только, говорит, илля кибрун, высокомерие. Эти люди высокомерные, спорщики, которые любят спорить, они в основе что? Из-за высокомерия. Махум бибалигhi, они не достигнут своих целей. Фастаиз билля, прибегай к Аллаху от этого болезни, от споров. Иннаху, поистине Аллах является все слышащим, все видящим. Поэтому, дорогие верующие, спорщики, которые любят спорить, как будто он какую-то тему защищает, на самом-то деле он защищает самого себя. На самом-то деле кого он защищает? Не защищает религию, ни родину, ни государство, а защищает самого себя. Куллю хадин адават, все эти методы, вахадин худжадж, муаззафа. Все эти методами, которые он использует, на самом-то деле он использует для своего нафса, для своего блага. Валидалик фастаиз билля, поэтому Аллах сказал, прибегай к Аллаху за защитой от этих споров. Аммаль-джидаль, что касается спора, биллати хия ахсан, который Аллах сказал нам, спорьте наилучшим образом, либаяниль хакки, выяснение истины, лиджахиль, невежественному человеку. Или нововведенцу ты объясняешь, если разъясняешь, это нет проблем. Но однако, если спор вышел от машруа, от узаконенного, и тут заходит в споры эгоизм, тогда знайте, дорогие верующие, это бесполезный спор, бесплодный спор. Если ты видишь, этот спорящий человек не хочет истины, а хочет показать, что он является на истине, он заблудший, не хочет он искать истину, тогда он на самом-то деле хочет, что на самом-то деле унижение другого человека и возвышение себя, этот смысл. Аккуратно уйди с этих споров. Тадуллю аль-хикма, указывающий, что ты являешься мудрым на правильном пути, потому что сами споры в основе являются
запрещенными. Это из больших грехов, как мы перечисляли в книге 70 больших грехов. И даже споры бывают, выводящие из ислама, если человек спорит в Коране и Сунне. Споры в Коране и Сунне опасны, дорогие верующие. وَلَا تُجَادِلُ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Аллах сказал в Коране, в суре Аль-Анкабуте, 46 аяте: не ведите спор с людьми писаниями, кроме как наилучшим образом, Аллах сказал. Если ты видишь, люди не готовы принять истину, то оставь. Не разрушай отношения, не разрушай дружбу. Итак, как сегодня сектанты ведут, они тоже бывают иногда худшие. Если имеется в виду спор общим пониманием, то нету в этом порицания. То есть общем понимании в этом порицании, однако нужно смотреть, дорогие верующие, правила спора, как мы сказали. Если, как имам Шафии говорил, Ибн Каим тоже говорил, если сторона готова принять истину, я приду выяснить, объяснить им, что где является истина. Итак, они шли объяснением. Итак, насчет хаджа Аллах сказал: «Фаман фарада фихинна хаджа фаля рафаса валя фузуха валя джидаль фил хаджи». Сура Аль-Бакара 197 аяте Аллах говорит: тот, кто фаман фарада, тому, кому Аллах обязал хаджем. Хаджем кого Аллах обязал? В хаджи нельзя, чтобы было сквернословие, Аллах сказал. И также нечестие. И нельзя, чтобы в хаджи было, чего Аллах сказал, спором. Филь хаджи. Это тахсису ба'д та'мим называется в шариате. Это называется обособленно сказано Аллахом Субхану ва Та'аля после того, как было обобщенно. Итак, дорогие верующие, Аллах также говорит в Коране нам: «Вакана л-инсану акthара шайин джадаля». Сура Аль-Кафи 54 аяте Аллах говорит: человек сам по себе является много любящим споры. Зачем? Это плохое качество. Плохое качество у человека, если он любит много споров. И Аллах описывает этим кого? Аллах описывает неверующих, что они любят упорствовать на самом-то деле, хоть они не правы, неверующие, споров. Аллах их описывает. Калу ли Наби, саллаллаху алейхи, посланнику Аллаха, они сказали: шукка камар, сделай раскол между луной. Итак, фашакка аль-камар, и луна раскололась. Халь асламу, многобожники, когда сказали: сделай раскол между луной, одна же луна. И теперь там есть раскол, то есть шоу, как будто шоу есть на луне, ученые сказали. Итак, они приняли ислам, многобожники, не приняли ислам. И Аллах в Коране нам говорит об этом в суре Аль-Камаре, 1-2 аятах. Ихтарабат ис-саату ваншакка аль-камар. Час приблизился. Это признаки конца света, раскола луны сам по себе. И Аллах говорит нам: приблизился час, и луна раскололась. Когда видят многобожники знамения, они отворачиваются от Аллаха его посланника. И говорят они: а это продолжение колдовства. Обвиняет пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям в колдовстве. Амма сахибуль хакки, что касается людей истины, сахибуль хакки, фаяхтаж факат иля баянин басид. Тот, кто ищет истину, он нуждается просто в разъяснении этой истины, чуть-чуть разъяснением. Ваджалиюн ваякбаль дуна муджадаля, он без спору принимает. Теперь посмотрим, дорогие верующие, истории, будь это современная или старая наша история. Что касается споров, Муавия, радиаллаху анху, его сторона, и Али, радиаллаху анху, его сторона. Али бин Аби Талиб был на истине, Муавия тоже был на истине. Муавия требовал, чтобы засудили убийцу Усмана бин Аффана. Он был прав. И Али бин Аби Талиб видит, просто сейчас ситуация, не позволяется сейчас ситуация. Быть может, эти нововведенцы, которые убили Усмана бин Аффана, сделают фитну в обществе Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Чтобы не было общества Мухаммада раскола, чтобы больше фитны не было, Али бин Аби Талиб шариатский суд не исполняет сейчас. И он просто откладывает на хорошее время, как говорится. И Али бин Аби Талиб, радиаллаху анху, ичтахада фаасаб фалаху аджран. И он был ученый, сделал ичтиад, ему 2 награды. Муавия сделал ичтиад, ему 1 награда. И киляхума, и оба они являются сподвижниками. И также
и самых тех, кому Аллах сказал «Ради Аллаху анхум». Аллах доволен, они довольны Аллахом. Они также обрадованы раем, дорогие верующие. Сподвижники общие, если взять, есть и поименно. Итак, что дальше? Муавию, когда послал письмо, وقول معاوية لملك الروم لما أرسل رسالة وأراد أن يتدخل بينهما, когда король Рима хотел зайти в вопросы спора между мусульманами, между братьями, мусульманами, Муавия и Али, сторонами имеется, между ними нет проблем. Просто стороны не могут успокоиться. И Муавия, когда к нему пришло письмо, он сказал такие слова: «Ради Аллаху анху». «Вакала я кальб ар-Рум». Собака Рима, он сказал ему. «Ида амарани Али». Что ты хочешь, зачем ты суешься, не свое дело, когда спор есть между братьями, наилучшим образом, когда они нарушают, зачем тебе, собака Рима, суваться между братьями? Если Али бин Аби Талиб мне прикажет принести твою голову, я принесу ему твою голову. Так что молчи и отстань, собака, имеется в виду, сказал Али, то есть Муавия. Вот такие они были братья. Он знал, что он подчинение. Он не позволял третьей стороны, вражеской стороне, суваться. А сегодня, как понимают люди, даже во время Абу Бакра, Умара, Усмана, если взять, кого судили, иногда убегали к врагу. Когда судили, убегали к врагу, искали убежище. Итак, эти враги, что делали с ними? Их использовали против мусульман, дорогие верующие. Как сегодня, так же это повторяется. Касается, допустим, компании, компания, какой-то бизнес. Быть может, оба стороны, быть может, не мусульмане. И оба стороны не мусульмане используют мусульман, и потом эти мусульмане готовы перегрызть друг друга. Если они являются, перегрызть друг друга ради кого? Разве Муавия Али не дал нам урок, дорогие верующие, во время спора? Если там есть мусульмане, ты не должен суваться изначально. Дорогой верующий. Если там есть мусульмане, ты должен понимать, вражда нам запрещается из-за мирских вопросов. Итак, Муавия дал большой урок. Хасан бин Али, ради Аллаху анху, дал нам большой урок. Как я в том проповеди сказал, тоже, дорогие верующие, Хасан бин Али уступил власть кому? Муавию. Он знал, что Муавия будет править шариатом. Он знал, что он является их братом. Он знал, что он сподвижник. И он уступил власть ради Аллаха. Из-за шариатом они так будут править. Из-за дуньи, из-за того, что я был там на кресле. Нет, бисмилля, ты бери его. Сегодня как? Сегодня наоборот люди. Потому что сегодня за ними стоят не мусульмане. Им платят не мусульмане. Музыку, как говорится, заказывают не мусульмане. Понимаете? Они становятся как грызунами со стороны людей и травят против друг друга. Итак, дорогие верующие, نسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن لا يجادلون إلا بحق ولأجل حق. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة. الحمد لله له الحمد الحسن والثناء الجميل يقول الحق وهو يهدي السبيل. من مفسدات الأخوة, то, что нарушает братство, также, братья, ан-наджва, делая уединение, общается. Имеется в виду что? Ашьяу басита. Братья, когда встречаются два брата, и с ним третий брат, двое уходят или говорят на своем родном языке, оставляя третьего человека. Не говорят ему с твоего позволения: брат, я ему объясню на своем языке, если ты нам позволишь. Если он не позволит, если три их, то вы не имеете права говорить между собой. Если он не позволит вам. Кроме как, возьми разрешение. Если это ма'руф, пожалуйста, возьми разрешение.
Если ты его порицаешь, этого брата, допустим, не третьего, чтобы он не подумал плохого, для этого говорится, дорогие верующие. Аллах говорит в Коране: «Иннама наджва мина шайтани лияхзуна алладина аману». Субханаллах. Наджва, уединенное общение, тайное общение, это от дьявола, сказал Аллах в Коране. Лияхзуна алладина аману. Для того, чтобы опечалились, разрушилось братство верующих людей, говорит Аллах, сура Муджадиль, 10 аяте. И теперь посланник Аллаха сказал, объясняя им ма'нан наджва. «Ида кунтум ثلاثة فلا يتناجم اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنهم». Если вас трое, не уединяйтесь, то есть не говорите между собой, пока не возьмете третьего разрешения. Если он не дает вам разрешения, не общайтесь, пожалуйста. Будь это тайная ваша беседа. Допустим, какая-то тема между двумя вами. Может быть, вы родные братья. Однако третьего не касается это. Но если вы хотите обсуждать, отдалиться от него, обсуждать, берите у него разрешение, чтобы не было вражды между вами, чтобы не разрушилось братство. Или некоторые собираются, допустим, мы идем покушать, да? Мы идем покушать. И тоже бывает у людей, обида бывает из-за этого. Определенные люди между собой, как говорится, сюсюкаются, остальные обижаются. Это зон бывает из-за этого. Плохо начинает думать, дорогие верующие. Ученые сказали: «Инна шайтан ювасвису лаху». Шайтан делает наущение этому брату. Почему? Эти двое виновны. Поэтому эти двое виновны, дорогие верующие. Итак, иннахум ятакалламуна фик. Шайтан говорит ему, третьему, они говорят об тебе. Уэстахдифунак фи калямихим. Ихняя цель говорит о тебе именно. Ученые говорят: фаштарат аль-уляма кама ашар Ибн Касир, как нам упомянул, иля талаб аль-изни кабл аль-мунаджати ин кану хунака хаджа. Если есть нужда, взять разрешение и беседовать тайно между собой. Взять разрешение сначала этого человека, если он третий. Это не значит брать его за руку, как некоторые делают, с твоего позволения. Это некрасиво. Это некрасиво. Обязательно должно быть так, чтобы он желал, захотел. До того, как ты его возьмешь и будешь говорить ему. Посмотри, он пожелает этого или нет. Тасмах лана я ахи, позволишь нам, брат? Нет, он скажет, тогда тебе не разрешается. Итак, дорогой верующий, Аллах в Коране сказал: «Лияхзуна алладина аману». Шайтан делает это так, чтобы вы горевали, то есть разрушали свое братство, печалились. Некоторые сказали: «За загра аль-ахике амарату рейбати». Если у брата есть какие-то причины сомнения, выясни ему, этому брату. Если сомнения какие-то, выясни, брат, пожалуйста, чтобы не разрушалось братство. Это требуется. Инкана саган, если это подобает, хатта татиба нафса, пока он не почувствует в себе отличие, то есть лучше. Лейса лау аляка биль хадис. Скажи ему, брат, это не по твоей теме, не твоей теме, это его личная тема. Разреши разрешение, то есть возьми разрешение. Этикет пророка, саллаллаху саллям. Какой? Лиман арада ан юбниль ухува, тот, кто хотел построить свое братство правильное, он поступал таким образом, дорогие верующие, чтобы люди не подумали плохо о пророке, саллаллаху алейхи ва саллям. Есть другие перечисления, однако на этом сегодня проповедь я закончу. Просим Аллаха субхану ва та'аля прощения, милости. Просим Аллаха субхану ва та'аля, чтобы Аллах нам простил за наши упущения, за наше невежество, дорогие верующие. Просим Аллаха субхану ва та'аля, дорогие верующие, чтобы Аллах поднял ислам и мусульман выше всего, дорогие верующие. Просим Аллаха субхану ва та'аля его красивыми именами, его красивыми атрибутами, чтобы Аллах даровал нам полезные знания, чтобы мы жили этими знаниями. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين في كل مكان. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم شهداء غزة. اللهم ارحم شهداء غزة. اللهم آمين. وصلى الله نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أنت السلام.